Жираф как дернет за звонок, ее он принял за шнурок. Назовите ее. Битва умов или как проверить свою эрудицию. Участники интеллектуального состязания борются за право называться лучшими. Игра проходит в 2 этапа. Первым командам задают по 10 вопросов. Те, кто сумеет набрать наибольшее количество баллов, выходят в финал. 7 команд от учреждений среднего профессионального образования, 35 участников, члены жюри и даже болельщики замирают в ожидании правильного ответа. Итак, правильный ответ – змея. На обсуждение возможных вариантов ответа командам дается 1 минута. Вопросы для участников первого этапа довольно простые, поэтому особо думать над ними не приходится, признается Ислам Джандигов. Его команду представляет на битве умов Сунжинский гуманитарный колледж. Бороться за звание лучшего ребята намерены до последнего. Я вместе со своей командой были очень сосредоточены, так как это ответственное мероприятие. Здесь надо показать наш колледж, показать то, что у нас учатся грамотные, умные студенты. И поэтому у нас было чувство ответственности, так как мы представляем именно свой колледж гуманитар. Мы не хотели никого подводить, не подводить учительницу, которая нас сопровождает, не директора колледжа. Поэтому мы были полностью сосредоточены и, возможно, даже прошли на следующий тур. Развить логическое мышление, почувствовать соревновательный дух и просто отвлечься от учебы. Желающих попробовать себя в роли знатоков оказалось немало. Однако по итогам отборочных туров в республиканский этап битвы умов вышли только те, кто сумел доказать, что они лучшие в своем СУЗе. Ну а те, кому не повезло, пришли на игру в качестве болельщиков. Конечно же, в первую очередь всем важно участие для того, чтобы понять, на что способен каждый человек. Сможет ли он в дальнейшем такие игры. И если он даже не сможет победить, это будет для него большим стимулом в следующий раз выиграть это мероприятие, игру. Организатором этой интеллектуальной игры стал Совет студенческих объединений, созданный на базе Ингушского государственного университета. В него вошли 8 образовательных учреждений республики и почти полсотни активистов, которые буквально возродили традицию проведения познавательных и интересных мероприятий среди студентов. Между образовательными учреждениями давно не проводились подобные игры, и совет, который был создан между образовательными учреждениями, куда вошли вся активная молодежь республики, они собираются первый и третий понедельник, обсуждают наиболее актуальные вопросы, и там они, участники этого совещания, изъявили желание проведения вот таких игр. В последующем у нас намечается по плану работы это республиканский КВН между образовательными учреждениями. По итогам финальной битвы умов определятся сразу несколько победителей. Каждый из них будет награжден кубком, благодарственным письмом и грамотами. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24.